Санаторий под Уфой не будут заселять заболевшим коронавирусом. В профилактории в селе Нижегородка будет размещен обсерватор для тех, кто прилетел из Китая. Сейчас туристов из Поднебесной отправляют в федеральный центр, мест там хватает. И только когда они будут заполнены, людей, побывавших в Китае, будут направлять в регионы. Пункты для наблюдения за туристами на базах созданы по всей стране. В Башкортостане его организовали в санатории под Уфой. Местные жители против. На месте побывала моя коллега и выяснила, есть ли повод опасаться. Мы против, мы будем стоять до той поры, чтоб не было. Завтра я сама лично группу организую, я пенсионерка. Жители села Нижегородка против соседства с обсерватором. Люди намерены отстаивать свою позицию до победного. Все время гуляем здесь с детьми, на палках бабушки ходим, скандинавскими палками, кто как, и группа есть. Специалисты объясняют, контакта между местными жителями и прибывшими из Китая не должно быть. На то пункт и карантинный, чтобы исключить риск заболевания. При этом в санатории будут поступать только здоровые люди. Пребывание в профилактории – это перестраховка. Они здоровые, абсолютно здоровые, но существует возможность, вероятность, да, что кто-то из них мог где-то получить эту инфекцию. Она пока еще находится в зачаточном состоянии. Для того, чтобы она проявилась, и она проявилась не среди людей, да, в супермаркетах, в тех же самых кинотеатрах, да, где человек сможет заразить, а здесь, чтобы ее вовремя выявить, отследить. Проживание и питание в санатории под Уфой для тех, кто прилетел из Китая, бесплатное. Комната 25 квадратов, отдельные кровати, отдельные санузлы большие. Процедуры не предусмотрены, только наблюдение, проверка температуры. Обязательное условие для заселения в обсерватор – у человека не должно быть симптомов коронавируса. Я думаю, что мы окажем лучшие условия для наших приезжих, которые попали в такую зону. Но они здоровые, поэтому но я не думаю, если я не боюсь, у меня и дети, и внуки, если я не боюсь, пусть другие тоже не боятся. Впрочем, не факт, что туристы, побывавшие в Поднебесной, вообще появятся в санатории. Такой необходимости сейчас нет. Аналогичные обсерваторы по распоряжению главного санитарного врача на случай необходимости созданы во всех регионах России. Сейчас профилакторий под Уфой почти пустой, но работает в обычном режиме. Вообще санаторий рассчитан на 150 мест. В случае заселения на карантин территорию закроют, а уже отдыхающим вернут деньги за неиспользованные дни по путевке. В Башкортостане случаев заболевания коронавирусом нет. Под подозрением были 32 человека. Диагноз выяснили – ОРВИ и грипп. Были выявлены вирусы гриппа, парагриппа, гриппа А, гриппа Б и так далее, но ни одного коронавируса не было. Ну и в целом в стране у нас только 2 случая острой новой этой коронавирусной инфекции. Это в Тюмени и в Забайкалье. На прошлой неделе гриппом и ОРВИ в Башкортостане заболели 36,5 тысяч человек. Эти показатели выше, чем в прошлом году. Число заболевших, вернее подтвержденных лабораторно случаев заболевания гриппом в текущем сезоне выше, потому что большее число людей, заболевших, обследуются на грипп. То есть люди стали внимательнее относиться к здоровью. И все это, боясь заболеть коронавирусом. Тот случай, когда паника принесла пользу. Лилия Курбанова, Вадим Исламов, новости Уфа, Уфимский район.